Hayırlı olsun saygılı seyirciler. Efirde Alafidil'in büyük alınan programımız. Bu misafirlikte bizde bulunuyor güzel bir genç bir insan. Angisini sanıman çoğunuz tanır bir jurnalist olarak ama bugün bizde misafirlikte Komrat Devlet Üniversitesi'nin öğrencisi olarak bulunuyor. Hepsinizi isteyim tanıştırma bugünkü misafirimle Tatyana Kazaku. Geldi bizim misafirle, biz bununla içiz Rusça. Она так böyle laf etme. Добрый день, Татьяна, я рада вас приветствовать в нашей студии. Наверное, необычно чувствовать себя с другой стороны, да, не быть журналистом, а быть гостем в программе. Обычно вы привыкли, что вы задаете вопросы, сегодня будут задавать вопросы вам. Здравствуйте, Алла, еще раз. Да, необычно будет мой дебют, между прочим, и посмотрим. Волнительно ли? Ну, всегда, когда журналист начинает свою деятельность, особенно с камерой либо с диктофоном, всегда первое время чувствуется какое-то волнение, да, то есть боязнь камеры, боязнь микрофона, но потом к этому привыкаешь. Сегодня у вас дебют, есть ли какие-то волнения с другой стороны? С другой стороны, однозначно волнение есть, потому что никогда не знаешь, что тебя спросят, никогда не знаешь, что ответить, поэтому это, я думаю, будет хороший опыт для меня. Как для журналиста. Да. Татьяна, вы так получилось, что вы работали журналистом, развивались в этом направлении. Был ли какой-то интерес к этой профессии с детства? Или, может быть, в семье кто-то практиковал эту деятельность? На самом деле у меня мама, монтажер. Она, наверное, точно не скажу с какого возраста, но с начала своей карьеры работает на Гагузском телевидении, на ГРТ. Все мое детство я провела на телевидении. Я видела, как строится сам процесс, я видела, как работают журналисты. И все свое детство я была в этой среде, но никогда не задумывалась о том, что я когда-нибудь смогу стать журналистом. Мне только там папа говорил, когда я уже начала выбирать профессию, кем я могу стать, только папа сказал, что ты будешь журналистом. Но в свои 18 я еще вообще далека была я от журналистики. И к журналистике я пришла на самом деле чисто по случайности, несмотря на то, что все детство провела там. По чистой случайности поступила в университет на журналистику, потому что поступило такое предложение, думаю, а почему бы и нет, почему бы не журналистика? Ну и так и попала. А папа принял такое решение, потому что он видел в вас какие-то зачатки журналиста или почему? Честно говоря, не знаю. Может быть, и видел какие-то зачатки журналиста. На самом деле, мне всегда нравилось писать. Мне всегда нравилось слушать людей. Всегда нравилось узнавать новую информацию. Что папа во мне видел, я, честно говоря, не знаю. Возможно, и какие-то задатки журналиста. Возможно, из-за того, что я выросла в этой среде. И, наверное, самое близкое к вам профессия, конечно, на тот момент была журналистика, потому что вы знали все нюансы, все вот эти сложности этой профессии. Значит, я так понимаю, вы долго не задумывались, на кого идти, да? То есть выбор был однозначно журналистики. Да, поступило предложение. Вот в университете в нашем Камрадском тогда набиралась группа на журналистику. И из-за того, что вот мама на телевидении работает, там, дочь уже, которая должна поступать в университет, предложили поступить на журналистику. И я так, ну давайте, раз я не сделала выбор, жизнь сделала выбор за меня. Да. И вы в процессе обучения проходили какую-то практику? Может быть, где-то параллельно работали по профессии? В процессе обучения, да, я и работала, и училась одновременно в университете. Это был очень хороший опыт, потому что знания, которые в теории, я могла сразу на практике посмотреть, как это будет. Поэтому это был действительно очень хороший опыт, потому что я могла совмещать работу с учебой. И как дуальное образование сейчас хотят внедрить, мне кажется, это очень хорошо для студентов, когда и работа, и учеба идут одновременно. Ты сразу можешь смотреть, что в теории и что на самом деле в работе работает. Это то, что в теории тебе преподают или не работает. Ну, вообще, на самом деле, журналистика — это такая профессия, где, наверное, не столько важна теория, сколько практика. Однозначно. Да, потому что, может быть, теоретически подкован до
возможности, да, до диссертации научной. Но когда он не может себя проявить на работе, он не может сделать это интервью, провести или там написать текст, это уже, конечно, важнее вот это именно практическая часть, по крайней мере, в профессии журналиста, это факт. Ну, я так понимаю, что, наверное, образования в университете было недостаточно, потому что по какой-то, может быть, случайности или по какой-то программе вы начали обучаться в школе журналистики. Почему? Чем это было обосновано? Недостаточно было знаний или все-таки хотелось просто каких-то, не знаю, там, новых горизонтов? Если учеба в университете это была чистой случайностью, то школа журналистики это был мой осознанный выбор, потому что я начала заниматься журналистикой. Первое время было очень сложно из-за нехватки знаний. И я уже думаю, все, это не мое, я оттуда уйду, мне не нравится. Но с течением времени я настолько влюбилась в эту профессию, что мне хотелось знать про эту профессию еще, еще, еще. И школа журналистики имеет очень хороший авторитет у нас в Молдове и действительно дает очень хорошие знания в сфере журналистики. Учеба была на румынском языке. В Кишинев я вот поехала учиться, и чтобы румынский свой подтянуть заодно, и узнать что-то больше о журналистике, вообще узнать, что такое медиарынок у нас в Молдове и как он работает, то есть расширить свои границы. И абсолютно мне это дало вот обучение в школе журналистики. Ну, по итогу обучения в школе журналистики через некоторое время вы расстались с журналистикой. Как так произошло? Почему, окончив школу журналистики, вы все-таки решили, что вам надо пойти чуть-чуть по другому пути? Я думаю, что не то чтобы рассталась, я думаю, что я взяла паузу в журналистике. Ну, периодически журналистам тоже необходимо брать паузу, потому что есть выгорание и другие факторы, которые влияют на процесс работы и, в принципе, на самоощущение самого журналиста. Хочется немножко передохнуть. А в вашем случае? Начну с того, что во время обучения всего я не переставала работать. Все это время, параллельно с учебой, я и работала непосредственно журналистом. И после школы журналистики мне захотелось вернуться в Гагаузию. Вернуться в Гагаузию мне нужно было для чего-то, какая-то определенная почва должна быть под ногами. Вернуться в Гагаузию без знания гагаузского языка, что я буду делать в Гагаузии, чем я как журналист буду полезна гагаузскому народу. Эти вопросы мне не давали покоя, и как раз это было лето, и тогда снова в университете набиралась группа гагаузские турецкие языки, и я подумала, почему бы и нет, почему бы и не поступить, почему бы не начать учить гагаузский и турецкий для своей профессии, чтобы, выучив свой родной язык и турецкий в частности, приобщить, наверное, народ к тому, что важно учить гагаузский язык, потому что гагаузский язык сейчас умирает. Я даже писала статью, в принципе, вот эта статья, которую там я писала, проводила исследования, сподвигла меня на то, что и мне, как гагаузу, нужно все-таки знать свой родной язык. С этих мыслей началось мое изучение языков гагаузского и турецкого. С этой мыслью я и пошла в университет. Пока что так и осталась студентом. Надеюсь, вот, перейдете на уровень уже практической части. Да. К чему иду, надеюсь, приду. Ну, вот человек, который чувствует себя гагаузом и не знает языка, конечно, это в большей части не ваша вина, как ребенка, да. Здесь больше ответственности на родителях, всегда практически. Я бы сказала, наверное, даже не родители, а все общество. Потому что родители — это все равно часть общества, и у нас в обществе есть какие-то правила. Там, например, если 80% семей не говорят на гагаузском, то 20% говорят гагаузском. Мои родители попали в эти 80%, потому что так делают все. То есть все
в принципе не говорят с детьми на гагаузском. Ну, эти условия тоже ставят люди, эти условия не спускаются ниоткуда, да, это не в Библии написаны, да, эти условия, к счастью, потому что так вообще поголовно никто бы не говорил. Поэтому здесь, конечно, все-таки ответственность на каждом из нас. То есть каждый сам выбирает. Да? Мы когда одеваемся утром, мы выбираем, какое платье надеть, а не общество. Да? Хотя мы тоже, может быть, не должно быть коротко или там не должно быть открыто. Но тоже в меру. Да? Все должно быть в меру. Были ли когда какие-то разговоры с родителями, что вот лучше, наверное, если бы мы тебя научили гагаузскому? Были какие-то сожаления со стороны родителей? Скорее всего, сожаления родителей появились, когда я спросила, почему я не знаю гагаузский. Это вот было после 20 лет. Я не знаю, что они испытывали, но, к сожалению, скорее всего, они испытали. Но уровень гагаузского языка моих родителей недостаточно. Как бы они знают уличный гагаузский язык. Например, мне мама не могла помочь в обучении гагаузскому языку. Да, мама знает, да, мама говорит, но это средний уровень знания языка. Возможно, поэтому мама не говорила со мной, потому что сам ее уровень недостаточен. У папы тоже был еще ниже уровень, чем у мамы. Да, они говорили между собой, но это был уличный язык, абсолютно бытовой. Ну, вы слышали вообще язык, когда они говорили? Да, слышала, и этот уровень был и у меня на уровне понимания, у меня был этот уровень, но я не разговаривала. Бабушка моя хорошо знает гагаузский, плохо знает русский, но это все равно, опять же, бытовой язык. Ну, приходилось говорить с бабушкой? Да, с бабушкой удается говорить, потому что ты сейчас говоришь... Сейчас больше позволяете себе говорить с ней или все-таки все так же? Позволяю себе больше, там бабушка мне уже говорит на гагаузском, приходится отвечать тоже на гагаузском. А раньше приходилось, отвечалось на русском, да? Да. Ну, а вообще, изменился ли уровень вот за 3 года обучения в университете, уровень знания языка? Сейчас я больше учу турецкий язык. Гагаузский он у меня, так думаю, сначала выучу турецкий, хорошо, потому что есть разница между турецким языком и гагаузским языком. Однозначно она есть и в грамматике, и в лексике. Учить 2 языка одновременно — это очень сложно для человека, который не владеет ни одним, ни вторым. Поэтому после года обучения в университете на гагаузский турецкий появилась возможность по программе Erasmus поехать в Турцию. Я поехала в город Сивас, и ты попадаешь в среду, где все говорят на турецком языке, поэтому сейчас у меня больше отношения строятся с турецким языком. И у меня был такой момент на моем опыте, что когда я только-только приехала в Сивас, я шла по городу и разговаривала с бабушкой по телефону. Бабушка мне говорит на гагаузском языке, что-то там рассказывает, и тут люди идут мимо и говорят на турецком языке. И у меня такой диссонанс, так, стоп, на какой язык я слышу? Я слышу один и тот же язык. И это было для меня что-то очень новое, что турецкий и гагаузский языки, они действительно близки. И вот именно в Турции у меня этот дух патриотизма у меня и так был, а в Турции он еще больше вырос. Вообще сама атмосфера подразумевает возрождение вот этого патриотического духа, то есть это нормальный процесс, который вы проживали в душе, находясь в Турции. Сколько времени вы там были? Изначально я ехала туда на полгода, сама программа мобильности длится полгода, но мне там настолько понравилось, что мне захотелось остаться еще на полгода, и потом мне сказали: окей, Татьяна, у тебя есть возможность остаться, если ты так сильно хочешь, мы пойдем к тебе на уступки, можешь остаться еще на полгода, потому что программа Erasmus, она подразумевает 1 год. Семестр. 1 год обучения, можно использовать эту возможность, как ты ее будешь воспользовать частями или целый год, да, это уже зависит от тебя. И вот у меня год прошел, целый год я проучилась в Турции, и, конечно, у меня сейчас
турецкий я знаю лучше, чем гагаузский. Но я понимаю разницу этих двух языков. И я понимаю, что я должна буду гагаузский учить отдельно, если я захочу его выучить. Ну да, ну, имея основу какую-то, уже будет попроще учить. Да, через нуля. да. А турецкий — это основа. Да, ну, наверное, как и любой человек, когда попадает в незнакомую новую среду, испытывает обязательно культурный шок, обязательно какие-то такие переломные моменты, когда еще ты не понимаешь, еще радоваться или уже сожалеть, что ты в этой новой среде, и пора делать ноги. Да? То есть бывает такой момент, потом, когда ты проживаешь этот период, уже все налаживается, и уже как бы все как надо. Был ли у вас такой период, и как вы его прожили, если он был? Честно говоря, у меня не было момента в Сивасе желания уехать. Мне очень повезло с окружением, которое создалось вокруг меня. Мне сразу встретились очень хорошие друзья. Я жила в общежитии, и в общежитии мы жили 4 человека в одной комнате. Мне сразу попались хорошие девочки, с которыми мы подружились. Мы не просто там знакомы, мы подружились. Я сюда приехала, и мы до сих пор общаемся, как бы там. Так получилось, что я гагауз, тюркин, другая девочка, ахыска, тюрки. Они там со стороны Грузии знают русский язык. Другая кыргыз, тюрки. Тоже знают русский. Тоже знают русский. Из-за того, что они были очень большой поддержкой мне и в русском языке, и в турецком языке, и они и город знают, и обучение знают, они очень мне помогали. В Сивасе еще живет внук Дмитрия Карачабана, Дмитрий Карачабан. Он там тоже преподает. Он тоже мне очень большую поддержку оказал из-за того, что и в Erasmus офисе мне очень поддерживали меня. Я тогда приехала, ничего не понимала. Я тогда поехала с уровнем А2. Да, ты там какие-то слова знаешь, но ты все еще не можешь говорить и все еще не можешь понимать. Но несмотря на это, не было такого момента, что я хотела бы уехать, что мне там не нравилось. Да, было сложно с языком, но сложности были преодолимы. Ты делаешь один шаг, да, сложно, но ты эти сложности переходишь, и ты видишь, что ты можешь перешагивать через эти сложности и понимаешь, что нет ничего невозможного, что да, сейчас так, но завтра будет лучше. Ну, вообще, система обучения. У тебя есть опыт и обучаться в Кавказском госуниверситете, и в школе журналистики, ну и опыт обучения в Турции. Насколько разные системы обучения? Системы обучения, конечно, разные. Не скажу, что где-то легче, где-то сложнее, просто по-разному. Например, в Турции меня удивило то, что у них пара длится 90 минут. Меньше, чем у нас. На саму учебу уходит немножко меньше времени. Сами лекции меньше времени уходят. Там, если учитель тему рассказал, там, час прошел, ну ладно, я все рассказал, можете идти. Это было... Нам всем это нравилось, студентам, когда тебя учитель отпускает. Не было домашних заданий, это тоже было что-то новое. Но через 1,5 месяца был первый экзамен. Как ты готовишься, будешь готовиться к этому экзамену, абсолютно твои проблемы. Либо ты сразу все учишь, либо ты учишь в последнюю ночь, либо ты учишь за неделю до экзамена. Это были твои проблемы. Экзамен нужно было сдать. Экзамены были 2 видов. Тест. Кто-то, какой-то преподаватель мог дать тест, какой-то преподаватель мог дать вопросы, на которые тебе нужно было написать. В октябре был первый экзамен, и точно такая же система была в течение 2-го периода учебы, и в январе были уже там финальные экзамены. Тоже так же без домашнего задания, но на экзамене все темы, которые проходили в течение обучения, на любой вопрос мог попасться. Ты не знаешь вообще, что даже близко, что тебе может попасться, поэтому нужно было учить все. Ну, вообще, вот эта система отсутствия домашних заданий, насколько все-таки, на ваш взгляд, хорошая? Или все-таки хорошо, когда дают домашние задания? По крайней мере, подкрепляешь. Ну, для студента это, конечно, хороший опыт. Это очень хороший вопрос, потому что как студент я скажу, конечно, без домашнего задания лучше, потому что в любом случае ты учишь эти темы.
И учишь непосредственно темы. Домашние задания, они немножко тебя там, дорожка твоя, она немножко сворачивается в другую область. Да, эта же тема, но немножко в другом направлении. Ограничивает какими-то аспектами. Да, да. Не знаю, мне нравится без домашних заданий. Как студенту мне нравится. У тебя больше свободного времени потратить на что-то другое, на свое хобби. И в то же время тебе нужно учить. Ну вот год жить в Турции, насколько повысился уровень турецкого, может быть, и за счет чего? За счет обучения в университете или за счет все-таки среды? Получилось так, что когда я приехала, я действительно ничего не понимала. Я действительно не могла ничего даже сказать. Я помню свои первые дни, когда там нам оформляли документы, и мои координаторы в Эрасмусе, Эмре и Мурат, мне там что-то говорили сначала на турецком, поняла? Я так... Они потом на английском то же самое повторяют на английском. Поняла? Было действительно вот так в первые дни. Я не отчаивалась, думаю, ладно, не поняла, но с документами все было нормально. Я спрашиваю, мне что-то надо сделать? Все нормально. Они говорят, все нормально, все, если не понимаешь, иди. Но потихоньку началась учеба в университете. Там учитель преподавал тему, рассказывал что-то еще очень быстро. Я обычно приходила поздно и садилась на последнюю парту. На последнюю парту мало того, что ты ничего не понимаешь, ты еще ничего не слышишь. И это было очень сложно. Я слушала вот так, и так, ага, какое-то знакомое слово. Напишу-ка я его себе, вот так вот записывала себе незнакомые слова, учила. Когда уже пришли к экзамену, я наравне со всеми студентами должна была сдавать эти экзамены, приходилось зазубривать все, что любую тему там нужно было учить. Я себе вот эти вот темы, которые они давали, сложно давали, упрощала до своего уровня и просто зазубривала. И вместе с этим зазубривались и новые слова, и построение предложения. Экзамены я сдала хорошо, и вот постепенно к концу семестра я уже понимала, что мне говорят, большую часть понимала. Уже не было такого «поняла», уже все понимала. Говорить, конечно, было сложнее. И вот уже во втором семестре, если первый семестр был больше о практике, если в первом семестре у меня вся комната наша была в таких сердечках, где были написаны, стикерах, где были написаны незнакомые слова, и я их учила, то во втором семестре вот все, что теорию, которую я поднасобирала, благодаря тому, что изменился круг общения у меня, мне стало больше турецких знакомых, турецких друзей, с которыми мне нужно было говорить на турецком. Хочешь, не хочешь, нужно. И вот второй семестр стал временем практики турецкого, и тогда, да, я больше начала говорить на турецком. Какие-то простые вещи я, конечно, могу сказать, могу выразить мысль, которую я хочу сказать. Но на уровне говорения, наверное, уровень у меня B1, все-таки так он еще стоит. И в любом случае, когда ты в среде, хочешь, не хочешь, язык учится. Да. Вынужден говорить. Вот часто мы слышим от родителей, что язык гагаузский, он сложный. Ну, в принципе, тюркские языки, что они сложные. Насколько ты согласна или не согласна с этим мнением? И все-таки сложный или не сложный? Гагаузский язык? Вообще тюркские языки. У тебя есть опыт и с гагаузским, у тебя есть опыт и с турецким. Могу сказать так, вот, есть разница между турецким языком и гагаузским языком. Гагаузский язык, он, скорее всего, изменился под влиянием русского языка, а турецкий язык, он изменился под влиянием других языков. Арабских. Да. Арабского языка, да. Разное влияние, разная грамматика и разные слова, в принципе, лексика разная. Поэтому языки разные. Скажу, что турецкий сложный с точки зрения грамматики, то, что глагол там в конце, один глагол у тебя есть, как сказать все другие глаголы в предложении,
думай, как хочешь, это твой Головоломка. разум, он как бы поворачивается на 160 градусов, 180, когда ты учишь этот язык и когда пытаешься что-то сказать, потому что он абсолютно другой, чем русский. Гагаузский, он можно перевести его с русского в своей голове. Ты можешь сделать перевод с русского практически дословный. Да, это не совсем правильно, но можно сделать. Поэтому гагаузский с точки зрения грамматики сложнее. Турецкий с точки зрения лексики проще, потому что у тебя есть определенные слова, набор слов по всем темам, и тебе он уже сформирован, этот турецкий язык. А гагаузский с точки зрения лексики, он еще не сформирован. Есть много областей, сфер, где необходимы слова, где мы просто не знаем, как на гагаузском будет то или иное слово, или новое какое-то слово выходит на гагаузском языке. И все, уже это как говорят о том, что с какого-то другого языка взято. Это не гагаузское слово. А что мы еще можем сделать, если не взять какого-то языка? Это нормальный процесс для любого языка. Да, в русском языке очень много слов из разных языков. Из греческого, с турецкого, с английского, с французского, с немецкого. Поэтому, конечно, так говорят люди, которые не вникают, не углубляются и не понимают реальные ситуации в любом языке. Это нормальный процесс. Как раз-таки это не должно нас пугать. Нас должно пугать, что мы его не знаем. Вот это, мне кажется, самое страшное. То, что пришел язык, какое-нибудь слово пришло с другого языка, это вообще не проблема. С точки гагаузский несложный, но я бы не сказала, что турецкий сложный, да. Гагаузский не особо сложный. Конечно, всегда очень важно, чтобы вот этот труд, все это время, которое вы потратили на обучение, на практику, оно не осталось просто в дипломе. Да? Как вы планируете продолжить свою деятельность в области тюркологии, так скажем? Либо планируете обучаться дальше, либо хотите в этой профессии себя реализовать? И что мы будем делать с журналистикой? Вам вопрос. Это очень хороший вопрос. Эти вопросы я задаю и сама себе. Татьяна, что же мы дальше с тобой будем делать? И есть такое выражение, как меня так далеко занесло, да? Куда тебя еще вообще может занести? И есть такое выражение: хочешь рассмешить Бога, построй планы. Да, это да. Все планы, которые я когда-либо строила в своей жизни, думаю, вот это будет. Жизнь тебе показывает, ты построила план? Что у жизни другие планы. Да, у меня на тебе другие планы. Поэтому, если я что-то хочу сделать, что-то запланировать, я даже не дышу на это, потому что у меня в голове есть какой-то план, но он где-то там в моей голове. Должен быть план Б. Там есть и план Б, и план С. Но в итоге план З реализуется. В итоге реализуется то, что хочет сама жизнь. Там, где дорога открывается, туда я, в принципе, иду. Сказать о том, что у меня есть какие-то планы, что я буду точно журналистом, я хочу быть, или я хочу начать свою деятельность в какой-то учительской, преподавательской сфере, я не могу сказать, потому что куда откроется эта дорога, туда я и пойду. Я не могу сказать о том, что я очень целеустремленный человек, что вот там я хочу быть журналистом, и я буду журналистом, во что бы то мне это ни стало. Нет, я немножко не такой. Я немножко о том, что вот здесь есть возможность, туда пойду. Пока мне там интересно, пока мне там нравится, я буду там. Если мне что-то не понравится, я уйду. Журналистика мне очень нравится, и, конечно, я туда хочу вернуться. И я думаю, что я вернусь туда, когда придет время. Об этом тоже, это тоже решит жизнь, когда это время наступит. Я так понимаю. Потому что, конечно, особенно в современное время, в нынешнее время, вообще сложно что-то планировать. Не только вам, Татьяна, но и, мне кажется, каждому из жителей этой планеты, потому что все-таки мы планируем одно, а в реальности получается так, как получается. У нас программа подходит к концу, и, как и, наверное, у всех программ есть своя традиция. У нас тоже есть своя традиция. Мы всем своим гостям задаем 5 одинаковых вопросов из списка вопросов Марселя Пруста, французского писателя.
Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы вы точно на них ответили. Это не страшно, это не больно, поэтому я думаю, что вы с легкостью сможете на них ответить. Долго не думайте, вот все, что первое приходит в голову, то и говорим. Хорошо? Ну вот, Татьяна, что вы больше всего цените в человеке? Честность. Что вы никогда не сможете простить? Я не обижаюсь, чтобы прощать. Ваша любимая еда и любимый напиток? Гречка. Гречка. В Турции нет гречки. Люблю гречку. Как вы прожили год без гречки? На год без гречки, конечно, гречка. Напиток – вода. Однозначно. Ну, наверное, сейчас, если вы поедете в Турцию, поедете своей гречкой. Я уже думаю, как ее буду перетаскивать. И в каком объеме? Да. Что для вас счастье? Счастье не в чем-то, счастье внутри. И кто или что для вас Бог? Бог тоже внутри. Спасибо, Татьяна, спасибо за интересную беседу. Я думаю, что наши зрители сегодня получили массу удовольствия от нашего диалога. Ну, я думаю, что и вы сами, немножко себя почувствовав по другую сторону микрофона, как-то тоже расслабились под конец, да, то есть сначала вы были более напряженные, но под конец вы уже привыкли к своей роли, и все было супер. Я думаю, что наши зрители тоже почувствовали. Вам удачи, да, стройте планы, а вдруг реализуются, знаете как? Вдруг вот в этот раз именно этот план будет реализован. Потому что жизнь, знаете, очень интересное явление, и не знаем, как все обернется, поэтому стройте. Пускай будут в запасе какие-то планы А, Б, С, Д, а там уже как жизнь сложится. Вы абсолютно правы. И как говорит Роберт Рождественский в своем стихотворении, мне очень нравятся эти слова. Интересно мне жить, любопытно. И пока мне интересно жить, пока есть вот эта вот искорка в глазах, я буду продолжать делать то, что я делаю. И, наверное, не важно, чем я буду заниматься. Главное, чтобы я была счастлива. И, наверное, не важно где. Главное, чтобы я счастлива была. Спасибо вам большое за такой необычный опыт. Я по-другому посмотрела на другую сторону, на своих гостей, с которыми я общаюсь. Не так легко быть гостем, да? Да, однозначно. Поэтому спасибо вам большое за интересную беседу и за такой опыт. Да. Ну, берегите себя. Спасибо. Дорогие зрители, спасибо, что вы сегодня были с нами. Стемно таламан бюн мусафирlikte bizde bulundu. Gagauziya'da işleyen GRT'da jurnalist. Biz onu çoğumuz biliriz jurnalist olarak. Ama bugün o öğrenci, Komrad Devlet Üniversitesi'nin öğrencisi Tatyana Kazaku. Sağ olun, bugün bizimle de kalın sağlıcakla.